Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за вашу поддержку в виде комментариев и лайков и за вашу помощь. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, что именно сейчас, в эту самую минуту, он думает о вас. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Девочки, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, ничего себе, давно такого не было. Сразу могу сказать, что эта отсыпочка подойдет для тех девушек, женщин, у кого с мужчинкой проблемы. И проблемы достаточно серьезные. То есть вы ругаетесь, либо поругались, а может быть даже в какой-то молчанке, паузе находитесь. Да? Когда отношения не ладятся. Если у вас с вашим любимым мужчиной все хорошо и замечательно, мир, пир и добрые люди, это не ваша отсыпка. Здесь явно есть проблемы. И эти проблемы очень глубинные на самом деле. Так что, если у вас все хорошо, просто не тратьте время. А вот если есть проблемы, как говорится, милости прошу. Сейчас будем разбираться. Смотрите, мужчина ваш, он в таком кризисе, он в таком дефиците находится. Его аж подбрасывает, когда он думает о вас. С одной стороны, здесь какая-то смесь, знаете, вот агрессии, злости, обиды, даже какого-то, знаете, вы чувствуете, что его унизили. Вот так идет. Хочется рвать и метать. Хочется вот так вас схватить и трясти, да, трясти. Это хорошо, что вы сейчас не вместе, иначе был бы точно скандал. Такое у него состояние. Что-то, девочки, вы ему такое сказали. Здесь именно зацепка на слова идет. Что-то ему такое в ухо влетело, да? Что-то правдивое, вот такое четкое, конкретное, как вот в цель попали. Да? Не в бровь, а в глаз попали. Что его задело прям за живое. Он не может с этим смириться. Он не может на это адекватно реагировать. Ну а как? Понимаете, вы правду сказали, вы угадали, вы очень прозрачно все вот рассмотрели и все ему выложили. Признаться вам, что вы правы, ну так это же значит себя прикопать, да, утопить. А он не может. У него гордость, у него эго. Он же у вас, ого, какой мужик. Всем мужикам на зависть, да, а по справедливости очень обидчивый ребенок. Вот так мне идет. Обидчивый. То ли мама его так разбаловала, то ли, уж не знаю, откуда у него такой эгоцентризм, но что-то здесь явно нечистое, что-то кроется в его детстве, либо в молодых годах, как говорится. Может, кубертат до сих пор не пережил, да, дяде 40+, а он еще кубертат до сих пор не пережил. Этот юношеский максимализм в одном месте у него играет. Ах, девчонки, как же вы его задели, вот прям как на самую его любимую мозоль наступили. Даже не просто наступили, вы на ней танго станцевали. Да-да-да. Ой, какой он злой, ой, какой он нервный. Слушайте, он даже с кем-то вот ругался недавно. Знаете, как пар выпускал, да, с кем-то прям сцепился, такой прям грозный, такой ой-ой-ой-ой, чуть ли не драться кинулся, а может даже и подрался. Кого-то и так отыграется. Ах, девчонки, зацепила. Не в бровь, а в глаз. Так, ну давайте разбираться с вашими словами. Вас я, кстати, тоже вижу немножечко такой удрученный, как устали вы от его вот этих всех выходок, от его вот этого эго ненормального, от того, что он такой весь колючий,
как что сразу, как ежик, вот это иголки выпускает, даже никакой ежик, дикобраз, да, стреляет в вас вот этими своими иголками. Вот как лезет постоянно с какими-то претензиями, то ему не так, а это ему не это, не угодило, не так посмотрела, не так повернулась, не так сказала. Ну вот прям задолбал, вот реально задолбал. И вы уже такая уставшая, думаете, сейчас еще посмотрю. И давай, наверное, дружочек, что-то решать, да? Ну, зачем мне так жить-то с тобой? Зачем мне весь этот стресс? Я молодая, я жить хочу, да? Я самостоятельный взрослый человек, самодостаточный человек. Да зачем мне это все нужно? Он сейчас пальцем щелкну, мужики в очередь выстроятся. Зачем мне это все? Знаете, раньше как-то вы еще терпели, раньше как-то вы еще боялись ему что-то сказать, как-то его обидеть, а теперь вот накипело, уже вот под, знаете, под горлышко подошло, да, задолбал, ну вот правда задолбал. Смотрите, у вас сейчас с ним идет пик вашей притирки. Вы друг другу даны не просто так, вот здесь четко показано, не просто так вы даны, вы друг другу учителями даны. Учителями. Вместе вы проходите достаточно серьезный и жесткий кармический урок. Я даже больше скажу, у кого-то из вас отыграется, что вы с ним не первый раз вместе, да, это не первая ваша любовь. Возможно, в прошлых воплощениях вы также были в паре, но менялись местами, да, то вы были мужчина, а он женщина, а сейчас вы женщина, а он мужчина. Что-то вы никак пройти с ним не можете. Вот доходите до этой пиковой точки и разбегаетесь. А надо не разбежаться, а наоборот сойтись, сблизиться и принять друг друга такими, как вы есть. Здесь не нужно приспосабливаться. Здесь именно нужно научиться принимать друг друга. Не бывает идеальных людей, не бывает идеальных женщин и не бывает идеальных мужчин. Мы все разные, каждый со своими, как говорится, дрессированными или не очень тараканами. Поэтому, девочки, здесь я обращаюсь именно к вам, поскольку вы зашли на мою цыпку. Не допустите в очередной раз эту фатальную ошибку. Хватит идти на 2-й, 3-й, 10-й, может быть и 105-й круг. Хватит. Нужно вопрос ставить ребром. И нужно решать все здесь и сейчас. Ах, это очень сложно, но это возможно. Знаете, что поможет? Высшая сила вам поможет. Молитва вам поможет. Обращение к Богородице, к Создателю. Вот это вам поможет. Вместо того, чтобы плакать из-за него, либо злиться на него, сходите в храм. Вот он навряд ли пойдет, а вы пойдете, вы верите, у вас в сердце вера есть. Вы можете, девочки, вы можете. Вы сильнее, вы умнее, ментальнее вы гораздо старше, чем он. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас вся надежда именно на вас. Именно на вас. Так. Сейчас я еще на оракуле кое-что посмотрю. Но вот здесь как дороги, понимаете, тут вы к развилке подходите. У вас 2 пути, 2 дороги. Либо вы усугубите этот конфликт и, как говорится, все, разбежались до следующей встречи в следующей жизни. Либо вы это все решите, помиритесь и научитесь принимать друг друга такими, как вы есть. Знаете, почему он вас эти свои иголки кидает? Потому что он понимает, что вы во всем правы, что вы очень логично и четко мыслите, что вы, как бы вам сказать, правду матку в глаза, да? Вот из-за этого он бесится, из-за этого. А кому ж приятно признавать свои ошибки либо свои промахи? Конечно, неприятно. Вот его и колбаси, девочки. Вот так вот. Ха-ха-ха-ха. С конфликтом нужно закончить. Видите? Закончить. Это важно, девочки. Для вас, для вашей души, для вашего будущего. И также, смотрите, идет информация о том, что этот мужчина не всегда с вами честен. Да, по мышам точно не честен. Где-то он вас обманывает, где-то он лукавит, где-то он тень на плетень наводит. Да, такое есть. Такое есть. Так. Ну, мудрость надо проявить. Мудрость. Смотрите, ну что пройти эту карму, да, нужно проявить мудрость. Здесь змея именно за мудрость отвечает. Дать шанс.
дать шанс не ему, а вам дать шанс пройти эту тяжелую карму, которая вас постоянно преследует. Вы можете наладить отношения, 100% можете. Даже не просто можете, вы должны. Спросите, для кого вы должны? Для себя вы должны. Для себя, для того, чтобы карму свою исправить. Ах, мои хорошие, вижу, что вы задолбались, что вы устали от него, от его этих выходок. Но надо, мои милые, надо. Очень-очень надо. Смотрите, развитие событий. То ли он сам, то ли судьба, то ли ангелы. Ну вот придет и будет разговор. Смотрите, будет делать вид, что ничего не случилось. Ну, типа как обычно, да, ну там повздорили, поссорились, ничего не случилось. Но вы не должны идти на поводу и не должны за это цепляться. Вы должны его вот так взять за руку, посадить и сказать: давай разберемся. Давай разберемся. Отношения — это работа. И работать должны оба. И мужчина, и женщина. Давай жить по-другому. Либо давай выстраивать отношения по-другому. Договоритесь с ним. Да, вы можете. Вы очень мудрая женщина. Вы знаете, вы еще и магией обладаете. Магия, знаете, такая манящая и гипнотизирующая. Это у вас есть, но при желании. Вот если желания нет, вы не станете это делать. Вот прям поговорите. Он обрадуется этому разговору, он обрадуется вашему предложению и схватится за него как за соломинку. И я не могу вам гарантировать, что он будет соблюдать это соглашение между вами, но, по крайней мере, стараться точно будет. Вам, конечно, мои хорошие девочки, придется проявить и выдержку, и терпение, и такт, и пару раз закусить себе губу даже придется. Но надо пройти эту карму. Мои хорошие, надо, обязательно. Пусть даже не для того, чтобы с ним остаться, а для того, чтобы в жизни счастливой стать. Счастливой. Вам нужно проработать все эти обидки, которые он вам причинил. Кстати, не только он, вам еще другие мужчины обиды причиняли. И вы это все как багаж, да, носите у себя за спиной. У вас от этого багажа уже он спину ломит и горб растет. Надо это все прорабатывать. Если вы понимаете, что вы не в том состоянии, чтобы это проработать, да, есть специально обученные специалисты, называются они психотерапевты. Да, вот, пожалуйста, можете обратиться к ним. Если у вас по какой-то причине нет возможности, либо финансовой возможности, очень много литературы в открытом доступе. Очень много специалистов записывают видео, да, все это в открытом доступе, все это можно найти, почитать, поизучать. Вы сможете, вы очень умненькая, вы сможете, вы толковая, но пройти надо. Это не первая ссора, не первая, к сожалению, она не последняя, но я вам сказала, да, причина в чем? Вам нужно пройти эту карму. Вам, девочки, научиться быть более легкой, менее серьезной, более легкой, да, и научиться выставлять защиту от этих всех обидных слов. А то они прям, смотрите, попадают вам прям в сердце. И там, как эти колючки, да, занозы остаются. И делают вашу жизнь очень болезненной, вообще личную жизнь болезненной. Научитесь выставлять защиту. Научитесь быть менее восприимчивой и проработайте все эти обиды. Но что касается мужчины, он избавится от этого эгоизма. Поверьте, придет тот день, придет тот час, когда он станет нормальным. Не буду говорить хорошим, да, он просто станет нормальным. Вот, это будет. Сейчас, конечно, у него там гром и молния на вас, но буквально вот к вечеру, либо завтрашним днем он уже совершенно по-другому будет ко всему относиться. Он заскучает по вам, почувствует, не хватает, да, мне ее не хватает. Я хочу ее увидеть, мне нужна ее энергетика, я хочу почувствовать ее запах. Да, он придет, найдет любой повод, найдет любой предлог, придет. Либо как созвониться, если вы уж прям совсем в других городах находитесь, выйдет на контакт. Все уже будет зависеть, девчонки, от вас. Здесь высшие хотят, чтобы вы карму прошли, чтобы вы у друг друга научились, закалились в этих отношениях. Если прям любовь любовная, да, вы же все разные. Кто-то в браке находится с этим человеком, а кто-то только лишь встречается. Если у вас любовь любовная, то вот она развилочка, вы пойдете вместе. Опять же, вы решите это. Если
вы прям говорите нет, нет, устала, и уже чувства притупились, то тогда у вас прекрасный будет вариант выйти из этих отношений. Но не врагами, а друзьями. Друзьями, понимаете, и пройти эту тяжелую карму. Есть в центре отсыпки у меня, девочки, вы. Вот она, вы, и вы держите Луну в руке. Да, пройти карму, закончить эту мертвую петлю, да, в которую вы попали, никак выйти не можете. И из воплощения в воплощение вы в эту мертвую петлю попадаете, понимаете? Если вы с ним расстанетесь вот так вот, да, на этих эмоциях, на этом оре, на этих оскорблениях, на этих претензиях, на обидах, девчонки, следующие отношения будут ровно такими же. Ровно такими же, а может быть даже и хуже. Нет, я вас не пугаю, я вас просто хочу поддержать, хочу вам помочь. Я хочу донести до вас ответ, да, почему личное не строится. У вас все сердце пронизано вот этими иголочками обид, которые вам наносили. И этот мужчина, и другие наносили. Надо от этого избавиться, мои хорошие. Он вам поможет. Вот, знаете, как терпение. Вы с ним практикуете свое терпение. Он вам поможет. Ну, он вам дан для этого, да, чтобы помочь. А вам, вернее, а вы ему даны для того, чтобы выбить эту дурь, да, это эго из него. Научить любви, заботе и нежности. Ох, девчонки, непростые эти отношения, но они, конечно, очень страстные. И тут все на таких эмоциях. Здесь эти американские горки просто отдыхают, да, по сравнению с тем, что происходит между вами. Но вы, конечно, очень сильная. Очень сильно. И да, вы во всем правы. Но иногда вы тоже можете быть на этом пике, и вы можете быть беспощадной и жестокой. По крайней мере, вот мужчина это все ощутил на себе. Мои хорошие девочки, ждите его либо сегодня, либо завтра. Он точно появится, и уже все будет зависеть от вас. Здесь совет и рекомендация. Договориться и проработать вот эти обиды. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.